Ее песни звучали в каждом крымско-татарском доме. Ее исполнение заставляло сердце трепетать и давало надежду. Своим неповторимым голосом, мастерством исполнения народных песен она снискала любовь своего народа. В библиотеке имени Гаспринского почтили память легендарной певицы Зейнеп Люмановой. Мероприятие Тахдыр Маңа Кульмеда приурочили к 105-летию со дня рождения артистки. В читальном зале поклонники ее таланта, педагоги, артисты, общественные деятели и журналисты. Вечер памяти начали с видеообращения сына Зейнеп Люмановой Руслана Эминова, который рассказал о нелегкой судьбе матери. Зейнеп Люманова родилась 9 мая 1918 года в селе Сарайлы-Каят под Ахмеджитом. С детства, слушая песни известного музыканта Ашира Уста, которые звучали с граммофона в родительском доме, она впитала красоту народной музыки. В школе на уроках музыки впечатлительную натуру очаровали звуки скрипки в руках преподавателя Асана Чергеева. Зейнеп Люманова – это мэтр нашей вокальной сокровищницы. Хочу сказать, что мой дед Асан Чергеев был причастен к раскрытию ее таланта в том, что он преподавал в той школе, где училась Зейнеп Ханум. И он привез ее в Симферополь, в радиокомитет и познакомил, можно сказать, мир с ее творчеством. С этого началась ее карьера. Вот, я горд тем, что мой дед именно ее раскрыл как певицу. С 1933 года голос Зейнеп Люмановой звучит в эфире Крымского радиокомитета. На тот момент ей было всего 15 лет. В годы войны она выступала на фронтовых площадках. В депортации ей приходилось работать кассиром, машинисткой. Лишь в 1971 году она снова вышла на сцену. Зейнеп Люмановой не стало в 1992 году. В Крым из ссылки она так и не успела вернуться. Гости отметили значимую роль певицы в развитии крымско-татарской культуры. Она оставила после себя огромную сокровищницу народной музыки. Мен билесем, Зейнеп Люманова уч бұлбұлымызден парлақ йылдызы. Бұл Сабрия Реджепова, Эдия Топчи ve Зейнеп Люманова. Зейнеп апте сесі, татлы сесі еді. Ойлы бір парлақ сопрано. Ve бүгінгі күнге Зейнеп Люмановың йырлары сақланып қалды. Ve университетте, ансамбльде бозоларны dinleyimiz ve нөміне аламыз elbette. Ее нежный чистый голос, красивый тембр и прекрасный национальный колорит исполняемых песен по сей день никого не оставляет равнодушным. Я изучала репертуар Эдие Топчи, Зейнеп Люмановой, и именно песня в ее исполнении, песня крымско-татарская народная «М. Северсин, М. Севмисин», мне очень она нравится, потому что в ней я нахожу состояние своей души. Не может быть такого, что у меня не вызывает никаких эмоций. Это будут мурашки, это могут быть слезы. М. Северсин, М.